Это был не мой дом, на самом деле. Просто мои друзья, которые увидели мои работы, они отсюда уезжали. Они меня вызвали и сказали: пустой дом, да вселяйся, елки-палки, у тебя все равно дома нет. Так что я вселился сюда. Так что мне повезло, как бы. То есть на халяву я вдруг приобрел какую-то развалюху, шикарную развалюху. Так что я сижу и рисую всякую глупость мне. Избушка вросла в землю, вот, и когда встает солнце, у меня вот это все шевелится, вот видите, трава вот это так здорово, вот. И поют птицы, и трава растет. Я, в общем, счастлив, потому что у меня этого никогда не было. Вообще никогда не было. Когда я брел по Алтаю, вот, день костер делал костер, вот, лопник накладывал, оно у меня было как называется, когда туристы ходят, они спят, а как называется-то? Спальня. А это спальный мешок. Я в нем спал. Вот. Потому что осенью, зимой, в принципе, она теплая. Правда, она уже истоскалась, такая дырявая, но она теплая.
чем сравнить историю Алтая? Ее можно сравнить с горной рекой, берущей начало в недосягаемых горных вершинах. Вот несется вода, эпохи сменяют друг друга, оставляя знаки на камне. Здесь на каждом шагу встретишь следы исчезнувших цивилизаций. Рисунки эпохи бронзы, где при желании можно найти намек на внеземные контакты. Каменные изваяния скифского времени, которые напоминают персты, указывающие в небо. Бесконечные вереницы каменных изваяний, которые оставили после себя древние тюрки. Нам известно, что именно здесь, на Алтае, в VI веке нашей эры, возник первый тюркский каганат. Государство кочевников, которое простиралось от Байкала до Дуная. Кизеры, каменные воины, загадочные памятники тюркского времени. Возможно, они связывали наш мир с миром ушедших и были чьими-то защитниками и покровителями. А может быть, они остаются ими и сегодня? Ведь любая земля должна иметь своего защитника, своего богатыря. Хорошо, потому что у меня никогда не было такого большого стола. У меня это первый раз. Вот. Вот. Я сейчас вам покажу. Вот. Вот. Это вот. Я понимаю, горы, они разные бывают. Вот я горы нарисовал в виде таких сказочных существ. Вот глаза, вот он спит. Вот еще существо спит. А есть их как бы вот существа, которые вот это женщина, мужчина, вот они как бы они следят за этим. А мы, люди, мы живем на их телах, мы можем творить всякие чудеса, всякие мерзости, гадости или хорошие дела. Но наши предки, мужчины и женщины, которые оттуда, они нас охраняют и как бы делают то, что они делают. И вот этот вот Кайчи, он вот, и вот это наши легенды, вот я вот рисую в таком линии, вот видите, вот они так закручиваются. А вот этот стол, это у меня письменный стол. Я на этом столе, вот посмотрите, вот, на этом столе я пишу повесть своих странствий. Вот, это у меня столько бумаги, вот, это у меня вот все это рукописи, у меня вон там рукописи. То есть я описываю свою жизнь, как я шел, с кем встречался, и как я встречался с духами, и что они мне рассказывали, духи мои. Раньше мне нравился этот художник, этот Шишкин. Я все тщательно прорисовал. Вот, а потом понял, что чтобы Алтай нарисовать, это надо все. Это нельзя рисовать Алтай с помощью Шишкина. Вот. И я начал Алтай рисовать совершенно по-другому. Я понял, что... И потом, на самом деле, я достаточно недалекий, глупый человек, и как всякий глупый человек, который нуждается в постоянном питании, я говорил, у меня не часто был хлеб с собой, я сделал глупость. Я очень предприимчивый, оказывается. Я хотя глупый, но предприимчивый. Я подумал, так, я знаю все эпосы наши алтайские. Я подумал, если в горы у нас живые,
а почему бы горы не рисовать живыми? Это ж легко. Я стал живыми рисовать. Если у нас везде духи, я буду рисовать духов. Если в горы, вот, то есть это реки живые, я ставлю живые. Я, честно говоря, врать не буду, я начал это все рисовать. И я понял, что ух ты, какой я молодец. Умники-то ничего не могли додуматься, а я-то додумался. И я эту тему начал эксплуатировать. И по сю пору я эксплуатирую, и говорят, очень неплохо эксплуатирую. Потому что у меня появился вот эта развалюшка появилась. У меня думают, что я достаточно странный художник, и я изображаю довольно до того странные вещи, ну, в алтайском смысле, вот. А на самом деле это глупость. Мне надо было кушать. Что же такое алтайский народный эпос? Это героические сказания о подвигах богатырей. Сюжет их вечен, как мир. Борьба добра и зла, тьмы и света, правды и лжи. Герой защищает свою землю, свой народ, свою любовь. Конечно же, он победит своих врагов. При этом он совершит чудесные превращения. Он может подняться в верхний мир и общаться с небожителями. Он может опуститься в нижний мир и воевать с подземными чудовищами. Самый верный друг героя – его конь. Это чудесный помощник, советчик, целитель. Он всегда спасет своего хозяина. Он перенесет его через глубокие пропасти и бездонные моря. Без коня богатырь уже не богатырь. Известно, что древние тюрки рядом с умершим воином хоронили его коня. В алтайском эпосе есть редкая особенность. Сказание о богатырях исполняется мастерами горлового пения – кайчи. Кайчи – это не просто рассказчик. Он входит в особое состояние, входит в пространство своих героев. Там время течет не так, как здесь. Там случаются любые чудеса и превращения. Кайчи – проводник между нашим миром и тем, где невозможно и возможно. Алтайцы считают, что дух героя находится рядом, и если ему не понравится исполнение, Кайчи может быть наказан. Говорят, что в прошлом мастера-сказители могли петь, не останавливаясь, по 3-4 суток. Когда раньше алтайцы шли на охоту, они брали с собой вот этого,
человек, который играл на шоре или на тапшуре, он всегда играл им. Вот. А охотник, как бы, это как бы музыкальное было приношение духу природы. Вот. А я тут рисую, тут, ну, я только начал. Тут будет мужчина стоять, он не будет слушать, он будет смотреть на женщину, а тут будет женщина такая. Она слушает вот это, и ей нравится, и она начинает плясать. И вот этот морал, вот она уже морала привела. Вот. Да что ж вы так? Меня зовут Сатин Добрыня. Вот, Сатин Добрыня Владимирович. Все. Вот это мои инструменты. Алтайские народные инструменты. Это вот мои 5 лет обучения. Первый год комус, потом тядаган идет, 3-й год топшур. А эти инструменты уже по выбору. Или ты выбираешь вот это, или ты выбираешь гитару. У меня предоставилась возможность и то выучить. Здорово. А о чем это было там? Ну просто отрывок вступления, как бы, ну, большого эпоса. Ну. Ага. А о чем шла речь там? Ну, поначалу просто идет как благословение Топшура. Топшур благословляет. Ну, типа, разрешение, типа, спрашивают, типа, спеть алхаш. А затем само сказание идет. И это все сказание, если сказывать, то где-то неделя, наверное, уйдет. Учились мы в алтайской студии мальчиков Алтай, где отбирают молодых ребят, именно мальчиков, и вот учат всем алтайским национальным инструментам. Вот. И первый год обучения у нас вот именно идет варган, вот, хомус по-алтайски.
А вот это вот наше, если честно, пение вот наше горловое, это просто такой отблеск, даже отзыв такой далекий, потому что раньше были люди, не люди даже, вот, типа Гомер, как не Гомер, а вот Орфей, там, вот, они были, наверное, читал там, то, что люди раньше были, они пели, причем без дыхания, они вот так циркулировали, они его, и могли часами, 1,5 часами вот так петь без дыхания, без перерыва, вот это все. Вот, и все звери заслушивались, вместе слушали, вот. Вот этот прием звукоизвлечения называется ачех-шор, то есть открытый.
Вот этот прием, то есть закрытый, это называется туюк-шор, закрытый, вот как башкиры играют. Алтайцы даже могут на пальцах играть. Вот примерно вот таким образом. У нас даже в выпасах рассказывается, что богатырь едет на коне своем и играет иргек-пиле шор лаптет. Топ-шор, алтайский топ-шор, в году 2007 сделал. Это Новон Шумаров играет на этом инструменте. Нужно отремонтировать. Инструмент, он словно человек. Калдар, алтайцы называют калдар, струны, кыл, это как бы голос, да? Гриф, шея, колки, кулактар, уши, головка тавшура, бажи, корпус, көгүс, душа, грудь. Это как будто бы человек. Начинаю новый инструмент. Топ-шор души. Это моего тоже другу хочу сделать топ-шор. Он музыкант, певец. Знаменитый у нас в Алтае. Это его топ-шор будет. Вот такое дерево, кедр. Кедр, вот он особенно тем, что он растет как бы в более высоких зонах и как бы он ближе как бы к небу находится. Хотя по своим свойствам кедр, он очень мягкая такая древесина, красивая, нежная, теплая. И, наверное, поэтому такой теплый звук возникает. Икили, вот как женщина иногда плачет, точно такие же звуки выдает. Вот топ-шор, он является как бы инструментом, любимым инструментом хозяина Алтая. Есть дух хозяина Алтая. Это хозяин как бы вот этого среднего мира, что ли. А есть еще дух Ирлика. Ирлик — это хозяин нижнего мира. Он у нас в эпосах всегда как бы некий дух, это как бы связанный с шаманизмом, с шаманами. И вот Икили как раз происходит, как бы имеет связь с этим миром, с нижним миром. Когда алтайцы играют на икили, то люди, ушедшие в нижний мир, они слушают, прислушивая, начинают слышать звуки икили и говорят: о, алтайцы, оказывается, там играют, живут. Оказывается, наш народ есть там. А вот шор, он как раз пришел алтайцам из верхнего мира, от Ючкорбустана, от Ульгеня. Он как бы тоже подарок, он как бы светлую музыку несет.
честно говоря, я, когда ее перечитываю, я просто офигеваю. То есть, мне такое впечатление, когда я периодически когда-то где-то краем как бы попадаю в детство где-то. Только он средний суммы справляется, а то я говорю, это, дедом мы не можем справляться. Уж уже целый месяц. А тут стоянка, вот ребенок родился, вот он плачет, а это собака с ним играет, а он-то вот, тут татары пасутся, тут вот, старик курит трубку, мать делает обед. Ну, вот такая жизнь. Ой, кофе. Nay, gördün mü? Mana mınaçtan hiçke yetiyle ne baldarım. Onu gindese, ol kalak ol yedinengine kalaşına otu salır. Görür, nay derini şıma, nay da yeder baldarım. Nay ye, nay yedelem, nay salar. Привезли гостинцы, им в первую очередь матушку огонь. Святая у нас, мы ее кормим. Угощаем. Просим и для себя всего хорошего, и чтобы ваша дорога, как говорят, ваша доброта, чтобы обернулась к вам. Мое имя Танпас. Это значит, говорят, непознаваемая. Моя фамилия Акулова. Это значит от слова аху. Загадка белой лебеди, как говорят. Раньше было так. Жил один кузнец. И он, этот кузнец, все людям делал очень добрые, хорошие, добротные вещи. И многие люди недовольны были его, все даром хотели взять у него его работу, недооценивали. И такая жизнь им так надоела. И он сказал: нет, я не буду жить среди людей. И он ушел высоко в горы. Он там подружился с зверями, птицами, и звери и птицы стали его кормить. И он так и жил он, и у него очень много получалось красивых вещей. То из алмаза что-нибудь такое он сделает красивое, то из серебра он сделает, может быть, из рубина он сделает. Он из рубина сделает вот таких хороших вещей. Те отр. Те, панам дянса, те отра. И из рубина вот такие, он даже из обыкновенных черных камней тоже, вот которые вот камни, из камней он тоже стал делать такие красивые вещи. И эти красивые вещи, они, где люди стали вот так говорить, звезды, которые так и висят, там он гвоздем, не гвоздем, но прибил он там. Вот когда лунной ночью вы выйдете
вы услышите там звук наковальни, звук молотка, который он делает, эти звезды. А ему, этому кузнецу, нравится его работа. Сулачи называется. Сулачи нравится его работа. Он как смеется, он как поет. И он такой довольный своими работами. Но звезды даже старятся. Когда эти звезды старятся, они делаются как пыль. И этот пыль, вот говорят по-русски, это Млечный Путь. Млечный Путь. Честно говоря, как я понял, Алтай как таковой, это всего лишь, это милая, очень грустная сказка. А вы любите Алтай? Это единственное, что у меня нет больше любви, кроме Алтая. Из-за этого я рисую просто. Кроме Алтая я вообще ничего не умею рисовать. Больше, вот хоть лопни, я ничего не умею рисовать. История Алтая похожа на горную реку. Вот мимо проносится вода, эпохи сменяют друг друга, оставляя знаки на камне. Кизеры, каменные воины. Они по-прежнему смотрят на нас из прошлого, напоминая о времени богатырей. Это песня о богатыре по имени Шуну, который должен однажды явиться и спасти Алтай, спасти мир. Шуну — вот наша надежда. В алтайском эпосе есть очень интересный персонаж. Его зовут Таракай. Это лысый, безобидный, тщедушный мужичок, бредущий по дороге. Да, надо, конечно, получить паспорт. Ну, я, конечно, получу. Вот. У меня никогда его не было. Красоты. Наверное, как-то надо получить. Однако Таракай не так прост, как кажется. На самом деле это богатырь, который принял такой образ, чтобы не бросаться в глаза. Вот у меня тут тога. Вот. Тут получается как бы, если тут яму вырыть, тут будет как как это называется, ну, это прудик такой, вот, шикарный прудик, вот. То есть за водой можно просто здесь черпать, тут выкопать. Тут очень симпатичный прудик будет. Тут будет лягушки квакать, вообще шикарно будет. Тут у меня будут грядки, тут я буду мелочь садить. Я так думаю, хотя на самом деле, кто знает, что на самом деле будет. Потому что мечтаю я о многом, хотя много не умею что делать. А мечта это всегда умирает последней. Так что вот. Ну, я так думаю, что возможно это у меня будет. Так кто же спасет мир? Истина, как всегда, проста.
Мир спасут художники. Мир спасет добро. Мир спасет красота. Hey!